Так Зуфар Хамидуллин заманивает гуся. Вместе с отцом уже 20 лет ходят на пернатых. Сегодня все по стандартному сценарию. Разбивают лагерь, готовят ужин, ведь охота может затянуться иногда и до самого утра. Визит охотнадзора не смутил, говорит это частые гости. Проверяем чистоту, да, и были ли произведены выстрелы. Ствол чист, документы в порядке. Зуфар, опытный охотник, рассказывает, молодым мог пролежать без движения ради дичи несколько часов. А сегодня главное не результат, а сам процесс. Мы с отцом любим природу, на самом деле. У нас не то, чтобы стрелять туда-сюда, это нет. Мы, как говорится, отдыхаем. Мы стреляли, не стреляли, это не важно. Самое главное, птица есть, Аллах, это очень хорошо. Пока кто-то терпеливо ожидает открытия сезона, другие охотники уже выставляют приманку. Здесь в качестве приманки вот такие вот манекены гусей. Но не только гусей можно встретить, также есть и манекены ворон. Как нам рассказали охотники, среди своих сородичей, если гуси видят ворону, то это означает безопасность. Они понимают, что опасности нету, и более эффективнее снижаются, идут на контакт. Они подлетают, соответственно, на расстоянии выстрела ты выходишь из коротка и стреляешь, и все. Способы охоты разные, но правила для всех одни. У компании Алексея также нет проблем с документами. Главная цель подобных рейдов не наказать, а проверить и предупредить. Наличие документов, лицензий, наличие разрешения на охоту, то также путевки на охоту в период весна-лето на пернатую дичь. В 2018 году зафиксировано 3 преступления с применением гражданского оружия, а за нарушение правил изъято более 2500 единиц. Сезон охоты продлится до 6 мая. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Верхнеуслонский район.